Так, Дина Пасмановна, вот говорят, что некоторые врачи советуют прививаться от пневмококка, чтобы снизить риск пневмонии в качестве осложнения. Вот как вы думаете, это рационально? Значит, прививкам вообще надо отдать должное. Они имеют большое профилактическое значение. Сложно это недооценить. Но, тем не менее, здесь я вынуждена акцентировать. Во-первых, пневмококковая вакцина, их там несколько вариантов представлено. Они все очень высокоактивные вакцины. Но они защищают не только от пневмонии, но только от пневмонии, вызванной пневмококком, раз, и они защищают от пневмококковой инфекции в целом. Это может быть не обязательно пневмония, это может быть и фарингит, и ларингит, это может быть чаще бывает и отит, и синусит, и многое другое. От данной патологии, которая обусловлена коронавирусом, это вирусная пневмония, к сожалению, это мало чем поможет. Это раз. И второе, надо понять, если мы сегодня сделаем вакцинацию против пневмококковой инфекции, на то, чтобы организм наш иммунно ответил, это должно быть, значит, ознакомление, потом иммунный ответ, и полноценный иммунный ответ формируется в пределах от 3 до 4 недель. Поэтому как-то сейчас напрягать учреждения медицинские тем, чтобы искать себе, где сделать противопневмококковую вакцину, на мой взгляд, по крайней мере, бессмысленно. Лучше переждать период дома. И, кстати, пневмококковая вакцина, она показана, у нее имеются определенные показания. С 2014 года она официально введена в национальный календарь профилактических прививок, и она вводится детям и еще, значит, в группе риска. Если вы не в группе риска, в остальное время по желанию можно, конечно, но надо взвесить, насколько это надо, не надо.